ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В Ухте прошел республиканский турнир по киле. Вид спорта для современных болельщиков достаточно экзотический, хотя на самом деле среди прочих он ближе всего к нашей национальной истории и культуре. Первые упоминания об этой русской народной забаве зарегистрированы в 19 веке. Играют в килу руками и ногами. Основная задача – взять город противника, то есть занести мяч за зачетную линию поля. При этом спортсменам разрешено задерживать друг друга и толкать в грудь, а также совершать низкоамплитудные броски. В общем, дать свободу своей богатырской силушке. Это идейный вообще спорт, он как забава, и играют у нас и борцы, и боксеры, и смешанные единоборства, футболисты, казаки, то есть это вообще разновидность всего и вся. Конкретно нету такого направления, как кила, но она объединяет, то есть многое необъединимое порой. Чтобы простому обывателю стало понятно, что такое кила, сами организаторы сравнивают игру с современным регби. Но все же национальный колорит делает этот вид спорта очень самобытным. Так на поле играют не команды, а ватаги. А главным атрибутом становится необычный овальный мяч, форма которого воспроизведена по образцам аж 12 века. Изготавливают такие исключительно из натуральной кожи и вручную. Делают это, конечно же, неравнодушные килисты сами. В планах у энтузиастов не только весело проводить время на поле, но и сделать игру новым национальным брендом. Это странно, когда Россия с такой богатой историей и такая страна с древней историей не имеет своего национального вида спорта. Это странно. Мы играем в английский футбол, там в американский футбол. Это очень странно. Тем более, когда у нас есть такая крутая игра. Надо ее возрождать. Вот, собственно, с этого все и началось. К слову, это третий по счету региональный турнир, благодаря все тем же энтузиастам стал всероссийского масштаба. На поле вышли как местные команды из Ухты, Водного, Сосногорска, Печоры и Сыктывкара, так и гости из Московской области и Подмосковья. Именно им и удалось вырвать победу у местных. Первое место у ватаги «Крылья» из города Монина, второе у подмосковных «Варваров». Бронза осталась в коме у регби-клуба «Сноумен» из Сыктывкара.